Как научиться быть скульптором, художником или модельером? Нужно регулярно развивать свои навыки, ведь творчество – это практически спорт. В Республиканской художественной гимназии-интернате имени Касима Давлеткильдеева проходит ежегодная защита выпускных работ. В создании своих проектов ребята применяют дизайнерский подход. В них они должны выразить все свои умения, полученные за годы обучения здесь. Камила, у тебя такая интересная работа. Как пришла идея на создание? На самом деле все начинается с зарисовки, и я изображала то, что видела в своей жизни. Я изобразила свою прабабушку. Я ее очень люблю и хотела увековечить память о ней. Волнуешься, не волнуешься? Наверное, как и все, я волнуюсь. Я стараюсь себя успокоить тем, что это всего лишь рекомендации к моей работе будущей. Хочу услышать советы, как нужно в последующем работать. Защищают свои проекты новоиспеченные художники перед профессионалами своего дела, знаменитыми живописцами Уфы. Каждый выполняет свою итоговую работу в удобной для каждого технике, но тем не менее любой ученик хочет выделиться и максимально поразить экспертный совет необычностью своей работы. Как вообще создавалась твоя работа, какую технику ты использовала? Я использовала технику акварель по-сырому. Для меня эта техника новая. Особенностью данной техники является именно игра красок и неожиданность. Полностью покрываешь вату над бумагой. Естественно, изначально у тебя такие ощущения, будто бы всю твою работу испортили, но это лишь подготовительный этап. Ты используешь только данный колорит и накладываешь их совершенно в другой форме. В ходе подготовки в сдаче итоговой аттестационной работы ребята проводят исследовательскую деятельность, чтобы полностью знать историю того объекта, над которым они трудятся. Все выложились на все 100%. Это самая главная работа для выпускника. Посмотрите, какое здесь творческое разнообразие. Раз в год эти ребята создают вот такие самые разнообразные проекты. Ведь творцу важно уметь не только создавать, но и презентовать свою работу. Назгуль Ганиева, Руслан Бекбаев, специально для Горы новостей.